Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Уроки дуа. И сегодня, иншаллах, поговорим о важности следования сунне в этом поклонении. То есть во время дуа, во время зикров. И мы с вами на прошлой лекции говорили об одном важном, даже самом главном условии принятия дуа. Это важное условие принятия не только дуа, а всех видов поклонения, а именно ихлас, ихласуху лилляхи вахда, ля шарика ля, то есть когда искренне мы все наши мольбы адресуем, посвящаем только Всевышнему Аллаху, вахдаху ля шарика ля, един Он и нет у Него сотоварища. Мы с вами приводили хадис, что дуа является поклонением, и мы знаем, что любой вид поклонения является правом единого Аллаха. Только Аллах достоин поклонений, и только Аллах является истинным божеством. Истинным божеством, и никто не имеет права посвящать свое поклонение, любой вид из всех поклонений, никому, кроме Него. Поэтому Аллах вахдаху ля шарика ля. Аллах, Он един, и нет у Него сотоварищей. Поэтому любая дуа, которая адресована не Всевышнему Аллаху, она не принимается. Она не принимается, и человек в результате получает, во-первых, величайший грех. Это еще нужно посмотреть, какой это будет грех. Грех, который, может быть, даже который выводит его за рамки ислама. Потому что когда человек взывает кому-то помимо Аллаха и думает, что этот кто-то может принести ему какую-либо пользу или же нанести ему какой-либо вред помимо Аллаха, это уже величайший ширк, это уже великий ширк, большой ширк. И это выводит человека за рамки ислама. То есть этот человек, он уже не может быть мусульманином, даже если он может сказать, что он уверовал в Аллаха, даже если он, может быть, говорит, что он совершает какие-либо, может быть, благодеяния, постится, там закат выплачивает, да, то есть это очень страшный грех, ширк, да, и мы с вами также говорили во время прошлой лекции, что самая большая дверь ширка – это именно дуа. Это именно дуа. То есть самая большая часть людей, которые погружаются в этот грех, именно ширк, они погружаются через дверь дуа. Когда вместо того, чтобы обращаться к единому Создателю, вместо того, чтобы обращаться к единому правителю, мудаббируль амр, всем управляет Он. Да? Человек ищет для себя предмет поклонения кого-то или что-то и начинает и спрашивать у него. То есть это великий грех, и об этом мы с вами говорили. И вот ихлясу дуа лилля, то есть искренность дуа. И даже мы слово ихлас переводим все-таки больше как искренность, да? Но я думаю, что русское слово искренность, она не может передать весь смысл слова ихлас. Потому что искренность — это все-таки, если посмотреть, толковый словарь, там, этимологический словарь, да, от чего образовано это слово, все-таки там идет больше что-то такое от чистого сердца, да, от чистого сердца. Ну, есть люди, которые совершают грехи и объясняют, что они это делают от чистого сердца. Да?
Есть женщины, которые делают зина, а потом говорят, что они от чистого сердца приносят там, кому-то удовольствие. Да? Хотя это грех, Аллах назвал зина, грех, который губит человечество. Да? Губит человечество. Поэтому я делаю что-то искренне, то есть от чистого сердца, это не та искренность, которая идет в Коране. Поэтому даже сура Аль-Ихляс о чем говорит? О том, что Аллах один. Куль хуаллаху ахад. Аллах один. Аллаху самад. Аллах вечно ни в ком не нуждается, и все нуждаются в нем. Лям ялит, валям юлят, валям якун ляху куфуан ахад. И никогда никто и ничто не был ему равным, ни один, никогда. Поэтому где-то в русских переводах Корана мы найдем, что это сура искренность, а где-то мы находим другое слово, которое больше подходит – очищение. Очищение. То есть, что такое ихлас? Ахляса, юхлису. То есть, халисун. То есть, это что-то чистое от всех примесей. То есть, это то, что очистилось от всех примесей. И в данном случае, все, что очистилось, то есть, дело, которое совершается с намерением ради довольства Аллаха, и это дело, оно должно быть чистым от всех примесей ширка. То есть других довольств, других, как сказать, намерений, других целей не должно быть. Только ради довольства Аллаха, ради Аллаха. И именно поклонение искренне, это когда ты поклоняешься только Аллаху, и больше никаких примесей ширка не должно быть. Поэтому мы говорим именно не то, что от чистого сердца, да, а именно о чистоте наших благих дел, когда мы адресуем все свои деяния, поклонения, благодеяния только Аллаху. И наша цель – снискать Его довольство. И мы с вами приводили несколько аятов, которые где-то Всевышний призывает нас, чтобы мы только у Него и спрашивали, где-то Всевышний предупреждает нас, предостерегает нас, чтобы мы не обращались к мольбам к другим. Так ведь поэтому приведем как напоминание еще 2 аята или 3, где Всевышний говорит, эти аяты мы еще не приводили, например, суратуль Ахкаф, Барханы, да, переводится, где Всевышний говорит, Ауду билляхи минаш шайтанир раджим. Ваман адаллу мимман яд'у мин дуниллахи ман ла ястаджибу лах иля яумил қияма. Ва хум ан дуаихим гафилун. То есть, кто может быть более заблудшим? Аллах не просто говорит, они заблудшие. Нет, Аллах говорит, кто может быть более заблудшим, чем тот, который взывает кому-то вместо Аллаха, кому-то другому вместо Аллаха, тому, кто ля ястаджибу лаху иля яумил қияма, который не может ему ответить на его мольбы до судного дня. То есть он взывает тому, который не в состоянии ответить на его мольбу вплоть до судного дня. «Вахум ан дуаихим гафилюн», и они не ведают о их мольбах. То есть те камни, которым истуканы, идолы, которым обращались те же курайшиты до принятия религии единобожия, это же камни, они не слышали их, они не видели, они не могли им ответить. И как Ибрахим сказал, когда он объяснил многобожникам, почему маленькие божества были разбиты, он сказал, спросите у старшего, если он может вам ответить. Да? Это же он дал им понять, что те, которым вы взываете, они не могут разговаривать, они не могут отвечать вам, они не могут вас слышать. Поэтому Аллах говорит, кто может быть более заблудшим, чем тот, который взывает к тому, который не может ему ответить. Он не может ему ответить. «Вахум ан дуаихим гафилюн». И они, вот эти ложные божества,
они не ведают о их мольбах. Они даже не знают эти камни, эти деревья, это солнце, эти звезды, которым они поклоняются, да? Может быть, какие-то изображения. Они даже не ведают, что кто-то приходит к ним и спрашивает у них помощи, кто-то счастье просит, кто-то там приходит к какому-то камню. Я вот в Беляре видел, специально ездил, давно уже, лет 20 назад. Там на горе подняли, там грузовиком, наверное, привезли какой-то камень, покрасили его в черный. Люди приходят туда, и смотрю, женщина подошла, там таваф делает, потом дотрагивается рукой, там что-то просит. Я подошел, апа, говорю, ну, видно по ней, что она не в настроении, там, я говорю, апа, салям алейкум, я говорю, что случилось, там, вот на лице вашем света нет, да? Она говорит, у меня, говорит, проблема с сыном, говорит, там куда-то в армию отправила, не знаю, может быть, тогда Чечня была, я не помню, да, ну, война была. И она не знает, придет сын или не придет, и она приехала сюда специально к этому камню, приложила руку и спрашивает у этого камня. И этот камень, которого год назад или там 2 года назад экскаватором, краном поставили, да, грузовиком привезли, где-то откуда-то нашли этот камень, покрасили его, и этот камень сейчас будет решать ее проблемы. Но это же заблуждение. Я говорю, апа, вы мусульманка? Да. Я говорю, просите у Аллаха. Зачем вам этот камень нужен? Зачем он вам нужен? Просите у Аллаха. Этот камень, он не может слышать. Возьми молоток, там, попробуй, стукни, он не чувствует, он не знает, он не ведает. Это же просто предмет, камень. Его можно на фундамент положить, им можно стену поднять, но он не может тебя слышать, он не может тебе ответить. Поэтому люди должны понимать это, у человека должен быть здравый ум, рассудок должен быть. Поэтому я говорю, апа, говорю, обращайтесь к слышащему, ас-сами'а, аль-басир, видящему, который видит, который знает, аль-алим, аль-хабир. Обращайся к Аллаху, который слышит тебя, видит тебя, который знает, где твой сын находится, который ан-нафи', который может принести пользу, ад-дар, который может нанести вред. Если его сын где-то на войне получит, даже если от врага там какой-то вред, это же только по воле Аллаха. Поэтому разговаривай с ним. И не обязательно сюда приезжать для этого. Поэтому вот Аллах говорит, они не ведают о их мольбах. Эти камни, эти деревья, они даже из фиников лепили божества, арабы. Ну, они же любили, у них финики, там, у нас картошка, когда? Вот представьте себе, они собрали картошку и начали поклоняться, там, сделали изваяние. Ну, это же, человек должен быть разумным существом, гомо сапиенс, да? Вот, и Аллах говорит, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. И когда Аллах воскресит этих людей, вот эти ложные божества, к которым они обращались с просьбами, да, они будут врагами друг друга. То есть, когда Аллах воскресит многобожников, которые поклонялись ложным божествам, они будут врагами друг другу. То есть эти божества будут врагами, они будут проклинать тех, которые им поклонялись. Они будут отказываться даже Айса, алейхиссалям. В судный день Аллах, когда спросит, неужели ты призывал людей, чтобы они тебе поклонялись? Да? В Коране же аят есть. Айса говорит, субханак, Аллах, ты пречист от всех недостатков. Если бы я призывал бы людей к этому, ты об этом знал бы. Поэтому каждый народ, который будет поклоняться и спрашивать у кого-нибудь помимо Аллаха, они будут стоять и ждать свои божества, и эти божества придут к ним, заберут их в ад. Солнце придет и будет собирать тех, которые поклонялись солнцу. Придет луна и будет собирать тех, давайте, собирайтесь возле меня, вы же поклонялись мне, и он их поведет в ад. Какие-то вожди будут, и Ленин Бабай придет,
со своими соратниками. И Сталин Бабай придет, и фараон придет. И фараон придет. Он тоже соберет всех с собой и заберет всех с собой. Да? Поэтому только Аллах достоин поклонения. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ, следующий аят, суратуль Джин, 18 аят. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, все мечети принадлежат Аллаху. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Поэтому не взывайте никому наряду с Аллахом, никому не взывайте. То есть даже нельзя, не то что помимо Аллаха, а наряду с Аллахом. Потому что арабы говорили, мы поклоняемся этим божествам только чтобы они приблизили нас к Аллаху. Или, например, есть такие течения внутри мусульманской уммы, которые, например, даже запрещают обращаться к Аллаху с мольбами. И когда у них спрашиваешь, почему, вот же Аллах сказал в Коране: «Взывайте ко мне, уд'уни астаджиб лакум, ва ида са'аляка ибади анни фа инни кариб». Когда спросят твои рабы обо мне, мои рабы обо мне, то есть Аллах к пророку обращается, скажи, я близок, я отвечу на их мольбу. Аллах говорит, вот я, взывайте ко мне. А есть некоторые, которые утверждают, что нельзя обращаться к Аллаху. Мы должны обращаться к какому-то своему устазу, а устаз будет своему устазу, а тот своему устазу. И они дойдут до великих ученых, ученые дойдут до великих табигинов, табигины будут просить у сподвижника, сподвижники попросят у пророка, а пророк только вот он будет просить у Аллаха. То есть, говорят, что нельзя. Я когда спрашиваю, а как это объяснить? Вот Аллах же сказал, это, говорит, как электростанция. То есть, если ты сразу подключишь чайник к электростанции, все же взорвется. Я говорю, как вы можете сравнить всезнающего, милостивого Создателя с электростанцией? Поэтому Аллах сказал, просите у меня. И это самое простое, это то, что могли понять бедуины, которые больше своих овец не видели. Они просили у Аллаха, все. Поднимали руки и просили у Аллаха. Им не надо было никакой философии, никакой логики, не надо было перечитывать тысячи книг. Пророк сказал бедуинам, просите у Аллаха. И они просили у Аллаха. И они взойдут в рай, иншаллах. Потому что это самое простое. Акида, она очень простая. Просто человечество, оно само усложняет эту простую акиду. Поэтому ихляс, когда все только посвящается Всевышнему Аллаху. И чтобы дуа, и не только дуа, все наши дела поклонения были приняты Аллахом и не отвергнуты, и чтобы у нас был шанс, надежда найти, увидеть эти благие дела на чаше весов благодеяния в судный день, мы должны выполнить два условия. Это два условия, которые лежат на основе любого поклонения. Первое – это искренность, то есть ихляс лилля, когда ты делаешь только, чтобы снискать довольство Аллаха, только ради Аллаха. И второе – следование кому? Сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. То есть следование пророку. То есть делать это так, как учил нас его посланник, то есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И то же условие мы видим в отношении дуа. И как говорил Фудайль ибн Аяд, рахимахуллах, религия Аллаха – это его искренность и правильность, истинность. Искренность и истинность. И когда спросили о Абу Али, а что такое его искренность и его чистота и правильность, он сказал, воистину любое дело, если будет совершено искренне, то есть только ради Аллаха, но не будет правильным, оно не примется. То есть хватает ли, достаточно ли искренности в делах? Нет. Например, человек только ради довольства Аллаха
подходит намазлыку и будет совершать намаз будет совершать намаз так, как ему будет угодно. Он будет например, не 4 ракагата айша будет совершать, а, например, давай я 5 сделаю, давай я 6 сделаю. Я сегодня столько благ получу от Аллаха. То есть дело искреннее, но неправильное. Примется это, нет? Конечно, нет. Поэтому Фудайль ибн Гаят сказал, 2 основы. Первая – это искренность, вторая – это правильность. Если человек совершит что-либо халисан, искренне, только ради Аллаха, «Валям якун савабан лям юкбаль». Но это не будет правильным, да, это не будет следовать сунне пророка, саллаллаху, он не примется. «Ва ида кану савабан валям якун халисан лям юкбаль». Если, второй вариант, это дело будет правильным, но не искренним, тоже Аллах это не примет. «Хатта якуна халисан савабан». То есть пока это дело не будет приниматься, до тех пор, пока не будет искренним и правильным. А что такое искренне? «Валхалису ма кана лиллях». То есть человек совершает что-либо искренне, когда совершает только ради Аллаха, только для Аллаха. «Вассаваб ма кана аля сунна». А истина – это правильность – это то, что совершается, основываясь на сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это слова Фудайля ибн Аяда, которые приводит нам Ибн Аби-Дунья в своей книге «Аль-Ихляс ва нийя», то есть искренность и намерение. Поэтому мы открываем великое наследство пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Мы знаем, что пророки после себя не оставляли золото и серебро, динары и дирхамы. Они не оставляли для человечества, чтобы это человечество восхищалось потом, да, какие-то шикарные, большие дворцы. Вот, например, где-то в Европе, даже в арабских странах иногда люди посещают, туристы, какие-то там дворцы, да, какие-то там здания, вот говорят, вот этот такой-то царь оставил, такой-то король. Нет, пророки это не оставляли. Но пророки оставили самое великое наследство, самое великое богатство, которое доступно всем. Это знание. Это знание. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, оставил нам свою чистую сунну, пречистую сунну. И в этой сунне для нас путь истинный, довольство Всевышнего Аллаха. Если мусульманин будет всегда следовать сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во всех его делах, и в общем, и в частности в дуа, в зикрах, то он будет на истине, и Аллах будет доволен им, и Аллах примет его, иншаллах, поклонение. Открываем сунну пророка, саллаллаху алейхи вассалям, касаемо зикров и дуа. Машаллах. Наш любимый пророк, саллаллаху алейхи вассалям, оставил нам все нужные для нас, полезные для нас, как для нашей мирской жизни, так и для нашей вечной жизни, оставил для нас все зикры и все дуа. Все это есть в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Вот давайте откроем сунну. Как только человек утром просыпается и открывает глаза, сразу же включается в дело сунна. Есть не один вариант, а есть несколько вариантов слов обращения к Аллаху при пробуждении от сна, которым научил наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Не один вариант, а несколько на выбор, меню целое. Если у мусульманина есть возможность выучить одно слово, которое произносил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после пробуждения от сна, это хорошо. Но иногда хочется капустный салат, иногда морковный, иногда помидоры. Это же Аллах дал нам выбор еды. Также сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям,
предлагает нам выбор. Сегодня, после пробуждения от сна, если ты принял эту духовную пищу, а именно обратился к Аллаху с этими словами, завтра ты можешь выбрать другое меню, шведский стол. Все, есть выбор. Поэтому в книгах ученые, машаллах, они нашли все эти дуа, проверили истинность этих дуа. То есть все хадисы, которые указывают на эти дуа, они все проверены. Нам не надо проверять их. Там какой иснад, там сильсиля какая там, да? То есть это достоверный ли, или хороший хасан, или даиф, или там даиф ли гайрихи, хасан ли гайрихи, там, или маудух придуманный. Ученые все это уже сделали. Поэтому нам только нужно взять книгу, открыть и выучить. Сегодня это дуа, завтра это дуа. Несколько вариантов. Встал. Что дальше? Ну, кому-то нужно в туалет справить нужду. Все. Дуа, которую нужно говорить, самые лучшие дуа, самые лучшие слова, которые мусульманин произносит при входе в туалет, они в сунне пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Там и бисмилля, который закрывает наши гаураты, даже если мы откроем одежду, джинны не увидят. Там и просьба о защите. Аллах, защити нас от миналь хубуси валь хабаис, да? От джиннов женского рода и мужского рода. То есть все там. Вышел, какой дуа? Сунни пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Самый лучший дуа. Несколько вариантов. Несколько, даже не один. Где-то ты гуфранака сказал, где-то другой дуа сказал. Все, дальше. Увидел родных, жена, машаллах, дети, да? Сунна говорит, учит нас, как поприветствовать их. Ассаляму алейкум. То есть это тоже дуа, это тоже зикр, за который мы получаем сколько аджра? 10. Но сунна еще говорит, если вы рахматуллах добавите, вот тебе 20, 30, ва баракату. Все. Что дальше? Что дальше? Ну, поесть охота. Идем за стол, садимся. Перед едой что? Открываем сунну. Бисмилля. Так ведь? Альхамдулилля, покушали. Есть столько вариантов зикров, которые пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, использовал после принятия еды. Не только то, что мы с вами выучили и уже 20 лет повторяем, или кто-то 10 лет, да? Нет, там есть другие варианты. Есть и короткие, есть средние, есть длинные. Как тебе угодно. Как тебе угодно. Вот сам выбирай. Машаллах. Все, сунна, это же сунна. Придумывать не надо. А что вот сейчас я скажу? Вот так, машаллах, я сейчас покушал, так все вкусно было. Скажи то, что пророк сказал. Лучше пророка ты не скажешь. Поэтому говори его слова. Посланник Аллаха никогда не говорил от себя. Он всегда получал вахй. Поэтому, когда он пробуждался от сна и говорил это слово, кто научил ему этому? Кто? Аллах. Он говорил эти слова, потому что Аллах научил. Значит, это самые лучшие слова. Если он до принятия еды говорил бисмилля, а после уже завершения говорил альхамдулилля или альхамдулилляхи лядя тагамана хада варазаганихи мин гайрих. То есть это целый там список тех, которые сегодня он так сказал, завтра он так говорил, после завтрака так поблагодарил. Это же все есть, все записано в книгах. Все оно написано. Просто надо открыть и найти это, и выучить. И использовать в жизни. То есть это самые лучшие слова. Иншаллах, тема следующей лекции будет как раз джавамигуль калим. То есть вот эти сливки, которыми говорил пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Выборочные слова, которые он говорил. Поэтому, машаллах, идем дальше. Открываем дверь. Выходим из дома. Мы покидаем дом. Есть дуа. Несколько вариантов дуа, которые пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил при выходе из дома. Мы садимся в машину, в трамвай, в метро, неважно.
да? На коня, раньше на коне садились. Пророк ﷺ говорил, на каждом верховом животном сидит шайтан. Но как только вы вспомните имя Аллаха, этот шайтан уйдет. Значит, что надо говорить, когда садишься в машину? А? Бисмилля. Это то, чему научил нас пророк ﷺ. Бисмилля. Когда он поднимался на гору, он говорил Аллаху Акбар. Когда он спускался с горы, он говорил Субханаллах. Тебе кто-то позвонил, сказал салям алейкум. Сунна говорит, ответь ему ва алейкум ассалям. Еще даже лучше, если ты больше ему скажешь. Сунна, сунна, сунна. Что ведь? А как дела? Альхамдулилля. Чихнул по дороге. Все. Тут написано, что надо говорить. Исян был? Или как там? Да? Нет. Самые лучшие слова не Исян был, а Альхамдулилля. А если кто-нибудь услышал, о, Исян был, будь здоров, да? Самые лучшие слова, ярхамук Аллах. Да смилостивится Аллах над тобой. А ты возвращаешь ему, яхдикум Аллах ва юслих балям. Это же сунна, 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 сунна. Вот все твои движения. Закрыл глаза, дуа. Открыл глаза, дуа. Сел, дуа. Встал, дуа. Все есть. Ты услышал то, что расстроило тебя. Открой сунну. Есть там дуа. Машаллах, у тебя настроение поднялось. Ты услышал что-то радостное. Открой. Тут есть все. Тут все есть. Что нужно говорить при радости, при скорби? Что нужно говорить? Ты услышал там о какой-то проблеме твоего брата. Как за него надо дуа делать? Открой сунну, там все есть. Там все есть. Машаллах. У тебя спросили, как дела? Как надо ответить? Открой сунну. Если у тебя дела хорошо идут, вот это надо зикр читать. А если у тебя там все плохо, не всегда же хорошо бывает, да? Плохо у меня все, это, нет. Открой, вот там есть лучшие слова. Алхамдулилля аля кулли халь. И будет лучше, иншаллах, за то, что ты будешь проявлять терпение и будешь благодарить Аллаха, даже будешь восхвалять Аллаха, даже когда плохо. Открой, там все есть. Там все есть. Вот поэтому, когда ты восхищаешься чем-то, открой, там все есть. Субханаллах, баракаллаху. Когда ты, то есть можно привести огромное количество примеров из нашей жизни. Да? У тебя заболел брат, кто-то заболел, ты идешь навещать его, открой сунну, там есть все, там все есть. Как там, не надо говорить, о, этот брат с этим диагнозом долго не живут. Да? Нет, это не сунна. Сунна, пророк ﷺ, он всегда не убивал людей, когда им было трудно, да? А наоборот. Ля баса, тахурун, иншаллах. Не печалься, не проблема. Исцелишься, иншаллах. Аллахумма раббан наси вашфи анта шафи ля шифан илля. То есть специальный дуа, который читаешь больному. Ты услышал, как умер кто-то из твоих братьев или сестер. Есть специальный дуа. Открой. Вот поэтому, дорогие братья, вот машаллах, вот сунна пророка, саллаллаху алейхи саллям, в зикрах и дуа, она нам достаточно. Ничего больше придумывать, фантазировать не надо. Все есть. Все эти дуа есть. И сунна пророка, саллаллаху алейхи саллям, разъясняет нам, мы еще про эти не говорили, про поклонение. То есть это мы говорили про наш обыденный день, но мы же еще поклоняемся. Мы идем в мечеть. То есть пророк, саллаллаху алейхи саллям, открой сунну. Что он читал, какие слова он говорил, когда шел в мечеть. Мы заходим на рынок, маджалису шаятин, да? То есть специально есть дуа. Мы идем в мечеть, мы заходим в мечеть. Бисмилля. Вассаляту вассаляму аля расулиль. Аллахумма фтахли абу рахматик. Все дуа есть. Мы выходим во время совершения намаза. Тахарат, как начинаем бисмилля. После тахарата какие зикры можно говорить? Мы идем на намаз.
Как мы начинаем намаз? Не так, как нам угодно или хочется, нет. Нет, все зикры, все наши харакат, движения намаза сопровождаются специальными зикрами. Откуда? Из сунны пророка. Тоже на выбор, дорогие братья. Вот просто не поленитесь, изучите те зикры, которые использовал пророк, саллиллаху алейхи вассалям, внутри намаза. На выбор. Тот минимум, который мы с вами выучили и читаем уже 5, 10, 20, 30 лет, это тот же минимум. Но вы откройте. Когда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил Аллаху Акбар, да, во многих книгах идет Субханак Аллахума бихамдик ва табарак асмука ва тааля джаддук. А вы откройте другие дуа. Есть ряд других дуа. Каждый дуа она особенный. Каждый зикр он особенный. Поэтому там столько вариантов. Это то же самое, как после суры Фатиха ты можешь и эту суру почитать, и эту суру почитать, и эти аяты можешь почитать. Иногда кто торопится, он читает поменьше аятов, а кто не торопится, например, там выстаивает ночной намаз, там тахаджуд или таравих, да, он может в 5 раз, в 10 раз дольше читать. То же самое в зикрах. Есть короткие зикры во время суджуда, а есть длинные зикры. Это как полстраницы Корана можешь читать эти зикры. Даже когда ты встаешь завершаешь рукух, встаешь, вот это кьям короткий. Некоторые даже до конца его не делают, да? Кстати, это портит намаз. Это против итминана. Ты должен выпрямиться, а потом только уйти в суджуд. Даже вот здесь пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, иногда читал столько зикров, что сподвижники думали, может, он забыл в суджуд уйти. Или там во время суджуда он иногда столько читал зикров, что кто-то из подвижников там поднимал голову и говорил, а может быть, что-то с ним случилось? Может быть, враги там что-то сделали с ним? Понимаете? То есть их огромный выбор. Огромный выбор вот этих, даже между двумя суджудами там столько хадисов приходит. После ат-тахията и салавата столько дуа. Даже после завершения намаза, когда мы уже салям даем, когда мы восхваляем Аллаха, 33 раза субханаллах, альхамдулиллах, там идет столько вариантов зикров, машаллах. А мы все выучили, один минимум, и все. И все. Ну, всю жизнь на шестерке мы не катаемся, хочется что-то лучше. Давайте идти вперед, давайте другие зикры, другие дуа, и вкус, иншаллах, сладость поклонения будет больше. Поверьте. Поэтому это очень важно. Сунна полна, альхамдулилля, зикрами и дуа. И сунна пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, разъясняет нам степени таких или иных зикров. Вот этот зикр, он лучше, чем этот. Например, там мы с вами говорили, что после Корана, слов Аллаха, 4 слова самые лучшие, да? 4 самые лучшие, они после Корана, после слов Аллаха идет. Субханаллахи, вальхамдулиллахи, ла иляха илляллах, Аллаху акбар. Да? 4. Про хаукаля мы говорили, ла хауля ва ла куввата илля билля. Да? То есть степени разделяет по степеням, виды, условия, этикет, правила. Да? Все, абсолютно все разъясняет нам сунна пророка, саллиллаху алейхи вассалям. И для нас ничего не остается, кроме как что? Взять эту сунну, учить эту сунну. Конечно, выучить ее не получится, но мы должны всю жизнь учить. Учить эти дуа, эти зикры, использовать их, иншаллах. И никто из мусульман, из людей, он не имеет права придумать какой-либо зикр или взять какой-либо зикр из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а потом ввести это в сунну пророка, чтобы люди, например, читали этот зикр так, как он их научил. Не так, как пророк научил. Вот очень много придуманных зикров среди простого люда, да, простого народа. Это в книгах много, да, где основой ты видишь, в основе это прекрасные слова из сунны пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, например, субханаллах, альхамдулилля, Аллаху акбар, да. Но иногда люди вводят в обиход людей, в обычаи людей в таком виде, в котором пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не вводил. Он не читал их так, в таком виде.
Например, там, ну, кто-нибудь скажет, вот, ой, мне так Раббана атина фид дунья нравится, давай после еды мы 11 раз будем читать это. Там учитель где-нибудь собрал детей и говорит, 11 раз после еды. То есть это та дуа, которую Пророк ﷺ больше всех любил, да, Раббана, это в Коране есть, но после еды пророк 11 раз его не читал. Поэтому никто из людей не имеет права вводить в свою сунну, собственную сунну, что касается зикров и дуа. То есть это тоже очень важное правило. Хотя мы прекрасно понимаем, что в любой жизненной ситуации мусульманин может своими словами обратиться к Аллаху. Вот у него какая-то трудность в работе, и он попросил у Аллаха помощи в этом деле. Но он же не вводит это в сунну. Вот поэтому вопрос, может ли мусульманин своими словами обращаться к Аллаху? Может. Например, там он стоит на остановке, а трамвая нет и нет. Он может сказать, я Раббам, вот, я мерзну, да? Дай мне транспорт, чтобы я дошел там на урок не опоздал или там на намаз. Да. Может он спросить? Да, может. Но он не имеет права говорить это людям. Вот если кто-либо из мусульман выйдет на остановку и обратится к Аллаху следующими словами: «О Аллах, отправь мне быстрее трамвай или метро», да? И тогда у него Аллах ему поможет, и он быстрее дойдет, это уже он превращает в сунну. Нет. То есть человек не имеет права придумывать форму произвольного дуа, потому что формы только от Аллаха и его посланника. Он не может внести время специальное, вот там надо это читать, если пророк этого не говорил. Даже, например, Аятуль Курси. Это самая, мы говорили, да, самая святая сура, суратуль Фатиха, самая лучшая святая аят, самый великий аят, это Аятуль Курси. Даже Аятуль Курси, если человек скажет, там, вот здесь надо Аятуль Курси читать. Если Аятуль Курси будете читать, вот так-то, так-то будет. А пророк этого не говорил, пророк этому не учил. Это уже беда. То есть мы не имеем права определять время, количество. Например, 7 раз надо Аятуль Курси вот здесь читать, а пророк об этом не говорил. А так в произвольной форме мы дуа можем делать, но не имеем права вносить это в сунну, превращать это в сунну, за которым будут следовать люди. Поэтому сунна пророка, саллаллаху алейхи вассалям, она вбирает в себя, включает в себя все блага, все пользы. И сунна пророка несет в себе самые великие цели. Самые великие цели. Выше быть не может. Поэтому надо брать просто и следовать этой сунне. И ни один шейх, ни один ученый, ни один учитель, да, не может собрать возле себя своих учеников, своих там, не знаю, последователей, и не имеет права он научить их какому-то определенному зикру, который он сам придумал, да, или там по жизненному опыту, там вот где-то он что-то почитал, и ему показалось, что это ему принесло пользу, да. Он не имеет права это превращать там каждодневный вирд, да, вот, например, там вы будете, вот это будете читать, все у вас будет хорошо каждый день, да. Нет, он не имеет права, никому Аллах такого права не дал. Поэтому все благо, дорогие братья, в том, чтобы мы следовали сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и он является для нас лучшим примером, он для нас является лучшим учителем, и все, что нам нужно, все зикры, все дуа, он нам оставил в своем наследстве. Мирас, да, все это есть. Поэтому ученые, машаллах, мы об этом говорили, да, в завершении хочу немножко сказать о них. Ученые, увидев эту проблему, что бывает иногда некоторые учителя, некоторые устазы, шейхи, да, берут для себя какой-то зикр, какой-то тасбихат, какие-то дуа и начинают
призывать своих последователей каким-то дуа, который мы не видим в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или определяют определенное время, фада или достоинство, которое не определял пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и люди начинают им следовать. Потому что многие люди, они не разбираются, они не берут знания, не проверяют, так ведь? И видя это, еще с древних времен, с первых поколений ученые, они начали собирать вот эти зикры, дуа, которые использовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. И они написали множество книг, они есть, альхамдулилля. Есть книги еще первых ученых, первых поколений, есть книги современных ученых, наших современников, они все есть. И вот один из них, величайший ученый, имам ат-Табарани, да, Абуль Касим ат-Табарани, рахимахуллах, он написал книгу, которая называется «Ад-дуа». Книга называется «Дуа», «Мольба». И в этой книге он написал следующие слова. Эту книгу я написал и собрал в этой книге все дуа, то есть которую он смог найти, да, дуа пророка, слова мольбы, которые использовал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И причиной написания этой книги послужило то, что я увидел много людей, к сожалению, много людей, даже во время имама Табарани, которые следовали придуманным дуа, придуманным, надуманным зикрам. И они проводили свои дни и ночи в этих придуманных зикрах, но эти зикры, которые я слышал от них, я не нашел в списках зикров посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому я принял решение написать эту книгу ад-дуа. То есть он написал эту книгу. И в этой книге он выбрал только проверенные, достоверные, с достоверных источников слова зикры и дуа от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому вот это как бы книга дуа называется. Также есть книга, например, Аль-Адхкар, то есть это тоже такая классика, скажем, классика мусульманских книг, Аль-Адхкар, имам ан-Навави, рахимахуллах. Есть, перевод есть, по-моему, такая толстая книга, Зикры называется, поминание Аллаха, имам ан-Навави. То есть это вот тоже такая знаменитая книга. Есть Аль-Вабиль ас-Сайиб, тоже переведенная книга на русский язык. То есть Вабиль ас-Сайиб — это благодатный дождь, то есть баракатный дождь. То есть, тоже такая знаменитая книга, которая освещает вопросы зикра, вопросы дуа, да, там и правила, и достоинства зикра, и вот начиная с утра, утренние зикры, вечерние зикры, это все есть вот в этих книгах. Как бы самая такая доступная, наверное, книга — это Хиснуль Муслим, но, к сожалению, некоторые варианты печати, они были включены судом в список экстремистской литературы. Поэтому здесь нужно быть очень аккуратным, потому что это нарушение закона. Поэтому нужно обязательно посмотреть списки, какой год, какое издательство, то есть, чтобы не было проблем у нас, надо от них избавиться. Но есть другие, которые не включены в список экстремистской, то есть, это вот крепость мусульманина, да, об этом мы говорим. Есть еще другие книги, дуа и зикров, которые мы можем просто взять и использовать в жизни. А следующая тема будет, иншаллах, джавамиуль калим, то есть избранные слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, валь адаиятуль ма'фура, и те дуа, которые пророк оставил нам как наследство. Саллаллаху алейхи ва саллям. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.